10 важных вопросов от наших телезрителей. Мы продолжаем свою рубрику, дорогие друзья. И сегодня на ваши вопросы ответит начальник службы дегазификации общества с ограниченной ответственностью «Газпром» газораспределения Грозный Иса Гончаев. Машу Ойса. Действительно, переходя к нашему разговору, 10 важных вопросов. Готовы? Готов. Начнем. Но сперва два моих вопроса. Смотрите, я хочу у вас просить в начале нашего разговора вот о чем. Как завершился год 2024 по исполнению программы социальной дегазификации по Чеченской Республике? Прошу. Тема для общественности очень важная, социально ориентированная, как изначально была поставлена задача. Дегазификация подразумевает бесплатное доведение сетевого газа до границы земельного участка заявителя для собственных семейных нужд пользования. Поэтому, соответственно, и руководство республики, и руководство «Газпрома» регионального уделяет пристальное и особое внимание по исполнению данной программы. Поэтому с начала старта 2021 года данная программа в республике выполняется с каждым годом с перевыполнением плана. Также завершился 2024 год с исполнением 107% выполнения плановых задач. С плюсом? С плюсом, да. Более 4,5 тысяч домовладений было подключено газовому, сетевому газу в 2024 году. Хорошие результаты или нет? Очень даже. Хорошие, да. Смотрите, Чеченская Республика, насколько я знаю, является лидером СКФО по дегазификации. Правильно? Это было объявлено на совещании в Минводах по СКФО. Было общее большое совещание с участием ПАО «Газпром», «Газпром Межрегионгаз» и участием органов исполнительной власти в СКФО. Там было объявлено, да, Чеченская Республика является лидером СКФО. Но я скажу более. Прошу. В прошлом году, в середине года, в год 2-3 раза проводятся большие совещания на уровне представителей властей и представителей руководства «Газпрома». За весь период существования дегазификации Чеченская Республика твердо держит первую пятерку лидеров в стране. А по исполнению заявок и договоров подключения газа, то есть сколько заключено договоров, столько же было подключено. В этом плане в сентябре, если я не ошибаюсь, заместителем председателя правительства Новаком с участием главы Чеченской Республики Рамазана Ахматовича Кадырова республика была объявлена первое место в стране по исполнению договорных обязательств по программе дегазификации. А удается удержать лидирующие позиции? И удастся ли в будущем их удержать? Настрой серьезный, как мы отметили выше, уделяется особое внимание и на уровне республики, и на уровне регионального «Газпрома». Удается и твердо, решительно и дальше продолжать быть в лидерах по исполнению данной программы. И наши вопросы от телезрителей. Начнем. Первый вопрос. В чем разница между газификацией и дегазификацией? Вот такой вопрос. Вот где тут разница, в чем разница? Сказать на простом, да, языке, чтобы население поняло. Чтобы нашим телезрителям было понятно. Программа газификации подразумевает строительство распределительных межпоселковых, то есть между населенными пунктами. То есть один населенный пункт газифицирован, следующий населенный пункт не газифицирован. Вот межпоселковый считается вот этот газопровод, чтобы газифицировать данный населенный пункт. Также внутрипоселковые газопроводы, сети распределительные, к которым не подключаются домовладения. Это программа газификации, то есть без привязки конкретных домов. Идет прокладка, строительство распределительных газопроводов, как в населенных пунктах, так и между населенными пунктами, с целью в будущем подключать как индивидуальные жилые дома, так и соцобъекты, и государственные объекты, так и промышленные объекты. Строятся газопроводы в программе газификации. Вот это и есть газификация. А догазификация – это уже логический второй этап, как газопроводы прокладываются в населенном пункте,
со стороны заявителя, с каждого заявителя, имеющего на руках правоустанавливающие документы на землю и дом, в районе своего проживания нашей республики подает в наш филиал по району проживания заявку, чтобы его подключили к газовым сетям, и непосредственно к домовладению подводится газ. Это уже программа догазификации, то есть непосредственно подключение частного сектора домовладений. Это догазификация. Понятно. Продолжаем. Как узнать, в какую программу я попадаю? Наверное, это программа газификации, дегазификации, наверное, он об этом спрашивает. Уточнений нет. Вы понимаете? Ну, да, да, в принципе так. У нас были изменения в постановлении правительства. В 2023 году было так. В социальную дегазификацию попадал человек, да, населенный пункт которого газифицирован. То есть в этом году, если я подаю заявку, у меня есть правоустанавливающие документы на землю и дом, если этот населенный пункт официально не газифицирован, меня не подключают к газу, так как распределительных сетей нету. И в 2024 году в постановлении правительства была внесена поправка. Если в следующем году или в этом году, в первом, втором, третьем, четвертом квартале планируется по программе газификации, как мы говорили, газифицировать населенный пункт, и я подаю заявку в январе на план газификации населенного пункта, например, в июне, я попадаю под программу. Ранее этого не было. Если сам населенный пункт не газифицирован, будь он в плане текущего или предыдущего, текущего будущего года, он не попадал туда. А сейчас, если в этом году или в следующем году планируется газифицировать населенный пункт, то я подпадаю под программу догазификации. Но в любом случае надо заявителю прийти, написать заявление. Без этого есть... Документы там какие-то предоставить. Да, да. На основании заявки уже сотрудники «Газпром» организовывают уже работы по подключению данного заявителя. Но если заявка есть, заявление есть, в любом случае он не останется без... Без внимания не останется. Не останется. Да. Вот это самое главное. Да. И следующий вопрос. Сколько стоит провести газ внутри участка? Вот так поставлен. Да, внутри участка, как мы ранее сказали, сама программа догазификация бесплатная. Газификация домовладения, она бесплатна до границ земельного участка. А внутри границ уже газопровод потребления газа, скажем, внутри земельного участка, установка газового оборудования, это все остается платным. Заявитель платит за эти услуги. Или газораспределительной организации, или организации специализированной. Тут он тоже пишет заявку, заявление. Да, да, да. Там идут договорные отношения. Если составляется договор, определяется сумма. Конечно. Если заявка подана на устройство этого газопровода и установку газового оборудования в газораспределительную организацию, то оно складывается из тарифных ставок, которые регулируются государством. На каждый год, в конце года подаются документы, газораспределительной организации подаются документы в Государственный комитет тарифов Чеченской Республики, они выводят уже тарифы на прокладку этого газопровода на следующий год. Эти тарифы действуют в течение целого года. И согласно этим тарифам? Согласно этим тарифам уже складываются расценки, да, на прокладку внутреннего газопровода в границах земельного участка. И тут следом, может быть, вам показаться, что это повторение предыдущего вопроса, а может и нет, но решать вам. А сколько стоит внутридомовое газовое оборудование и его установка? Внутридомовое газовое оборудование, оно варьируется от характеристик самого оборудования. Дом может быть из 130 квадратов, также из 300 квадратов. Соответственно, закупается оборудование, подходящее под объем и квадратуру этого домовладения. Но средняя, усредненная, да, в прошлом году выведенная расценка, да, варьируется от 100 до 120 тысяч рублей на один участок внутри границ земельного участка, как прокладка газопровода, так и закупка оборудования. В среднем 100-120 тысяч. Заявителю, жителю надо прийти написать заявление по такому или по другому какому-то поводу, и ему все объяснять. Если провести газ, это одно. Если внутридомовое, это другое. Если на участок сам, это третье. Ему все полностью объяснят. У нас в каждом районе, в 15 районах есть филиалы. В этих филиалах создан клиентоориентированный сервис, называется «Единое окно».
человек подходит, и специалист вот этого структурного подразделения подробно все объясняет и консультирует заявителя по всем вопросам. То есть есть такое. В каждом филиале. каждом В филиале. каждом филиале есть. Тоже хорошее дело. Но и все-таки ответим на те вопросы, которые к нам поступили. Что мне нужно сделать, чтобы получить газ? Подать заявку, И все. и все. Дальше. Я подал заявку, и когда мне проведут газ? Тут уже идут регламентные сроки. Так. Например, я подал заявку, у меня газопровод проходит на границе земельного участка. Приходится строить только 2-3 метра газопровода. В этом случае 30 дней максимальный срок. От 30 до года варьируется срок подключения, регламентный срок. Оно регламентируется постановлением правительства 1547, постановлением правительства Российской Федерации. И варьируется от 30 дней до 1 года. В зависимости от протяженности необходимого построить газопровода. От расстояния. От расстояния земельного участка до точки подключения распределительного газопровода. А то, что это километр, 2 километра, ну, обобщая говорю, есть разница? 500 метров и более, регламентный максимальный срок 1 год. 1 год. Да. Хорошо. Дальше. Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку? В случае, если поданные документы некорректно заполнены или необходимый обязательно перечень, который надо приложить к заявке документам, копии документов не приложены, эта заявка отклоняется, пишется уведомление заявителю. В течение 20 дней, если этот заявитель не предоставляет необходимые документы, заявка отклоняется. Тут насчет документов у нас следующий вопрос, как раз вот по этой теме. Какие документы нужны для участия в программе дегазификации? Это самый минимальный набор, это правоустанавливающие документы на землю и дом, это паспорт заявителя, СНИЛС и ИНН. И такая Копии, ситуация. Участок есть, дома нет. Как тут быть? Тут, если дома нету, то уже нету необходимости газифицировать домовладение. Цель заключается газифицировать домовладение для семейных частных нужд. А если человек, точнее, такой довод, что я построю в следующем году, через год, это Нет смысла. Нет смысла. Да. Сама программа подразумевает наличие домовладения, наличие правоустанавливающих документов и необходимости подключить газ, чтобы этот дом отапливался. понятно. Далее продолжаем. Какие критерии нужны для соответствия и участия в дегазификации? Критерии, как мы выше сказали, населенный пункт должен быть газифицирован или должен находиться в плане газификации на текущий или следующий год, самое основное. Второе, у заявителя должно быть правоустанавливающие документы на землю и дом. То есть все заключается в документах. Да. Должны быть документы на соответствующий дом. На соответствующий дом и землю, и населенный пункт должен быть газифицирован. Понятно. И, допустим, такую ситуацию, Иса, в этом районе построен только один дом, остальные еще строятся. Или вообще вокруг ничего нет. Такую ситуацию, Есть допустим. один дом. Только один дом. К нему будут проводить? Обязательно. Разницы нет. 1, 10 домов. При наличии распределительного газопровода в черте населенного пункта и при наличии правоустанавливающих документов на землю и дом. Как бы отдаленно этот дом не находился в границах населенного пункта, до него подведут газ, так или иначе. А вот это все оборудование, трубы, вот это все, за чей счет? Покупать хозяину или До границы земельного участка все бесплатно, и это все организует «Газпром». все бесплатно? Да. Ему просто нужно написать заявление и ждать. И все. И больше Все никаких... остальные работы проводят сотрудники «Газпром», выездные работы, схемы, чертежи, проектирование, необходимые газопроводы, диаметр, протяженность, вид прокладки, надземная, подземная, бывают улицы узкие, бывают коммуникации в некоторых населенных пунктах, где не бывает возможным прокладывать подземный газопровод. Конечно, для эстетичности и вообще политики «Газпром» преимущественно стараемся прокладывать подземные газопроводы, чтобы в будущем и эстетика была, и удобно было, да, людям жить и взаимодействовать. А так, исходя из этих критериев, выбирается вид прокладки, надземная, подземная.
А время прокладки вы выбираете или хозяин? Чертежи, там планы, я не знаю, как это все у вас происходит. Вы приезжаете в любое время или сообщаете хозяину, в этот день Да. вы приедете, будете работать? В принципе, контактные данные при поступлении заявки заявитель оставляет как свои, так и второй дополнительный номер. В большинстве случаев мы связываемся, вызываем этого заявителя, если он не находится, то есть заблаговременно планируем, да. А так, если земельный участок домовладения, адрес указан, по адресу уезжает группа. Они, в принципе, у них план довести газ до границы земельного участка. Поэтому и без присутствия данного заявителя группа «Газпром» может спокойно спланировать данную И работу. тут уже не важно, есть хозяин на месте, нет его на месте. Абсолютно. В принципе, не важно. В принципе, вы до границы проводите, Да, отчитались, отработали, сказали, что сделано, сообщили и уехали. да. Тоже неплохо. Дальше. Какие планы намечены по социальной дегазификации на 2025 год? И как продвигается эта работа? На 25 Это уже вопрос от меня. На 25 год заблаговременно, еще в декабре прошлого года, был составлен план. «Газпром» газораспределение Грозный совместно с администрациями муниципалитетов Чеченской Республики сформировал пообъектный план-график. И вот эти материалы уже поданы в министерство, также на согласование в «Газпром» газификации, который является единым оператором газификации по всей России. Данные материалы сейчас находятся на согласовании, но мы можем уверенно сказать, что это будет более 4000 домовладений в этом году запланировано подключить к сетевому газу. И вы уже в этом не сомневаетесь. Да. А так сам план-график, он имеет место корректироваться. В течение года поступают заявки, эти заявки, соответственно, в будущем вносятся в план-график. И этот план, он в основном имеет место увеличиваться. Но не понижаться. Не понижаться. в Только любом случае. увеличивается. У нас есть практика с 2021 года по 2024 год превышение план-графика. Невыполнение поставленных задач 22-24 не было таких моментов, только увеличение. В чем сложность ваших работ по данной программе? Или такого у вас не возникает? Сложность в производстве, производственный процесс, он сам изначально сложен. Ну это да, это понятно. Тем более, если этот производственный процесс связан с населением. Вот, прошу. Население имеет такой характер, подал заявку, завтра подавай газ. Как мы ранее сказали, от протяженности этого газопровода, от диаметра, от вида прокладки этого газопровода, вот эти нюансы, может быть, к сожалению, население не знает, вот этот производственный процесс. Из-за этого бывают, да, поспешности со стороны населения. Нам приходится строить конструктивный диалог. В основном люди, как мы объясняем, да, систему, технологию, процесс этой работы, люди понимают, вроде бы таких, чтобы сказать, были такие напряжения, не бывает. В основном население понимает, разъяснительные работы ведутся и по телевидению, и на сайте нашем, и лично при встрече с заявителями. Основная вот эта проблема бывает работа с населением. Приходится часто информировать. Да, это естественно. Да, естественно. А льготные какие-то есть направления в данной программе? Льготные есть. Льготные есть. После старта программы дегазификации в 2023, если я не ошибаюсь, стартовала программа льготной, программа газификации внутри границ земельного участка по поручению президента Российской Федерации. Туда входят 13 категорий, льготных категорий граждан, они расписаны в 50-м постановлении правительства Чеченской Республики. Они имеют право на компенсацию затрат, о которых мы ранее говорили, в районе 100 тысяч рублей, которые в среднем обходятся, они имеют право на компенсацию этих затрат. Ежегодно федеральным бюджетом и региональным бюджетом выделяются на это средства, ежегодно эти мероприятия проводятся. То есть и до границы, и внутри границ уже для отдельных льготных категорий газификация домовладения становится бесплатной. А попадаю я под льготу, не попадаю, это где можно узнать? У вас? Это к вам может- прийти или зайти да, к вам это- на сайт? Да, на сайте есть информация, на сайте нашего общества. Можно непосредственно
прийти в филиал, как мы сказали, у нас единое окно предоставления услуг и консультаций. Можно также обратиться в Министерство труда Чеченской Республики. У них есть эти списки, они тоже непосредственно со стороны органов исполнительной власти этим вопросом занимается Министерство труда. Если сейчас у вас была бы возможность обратиться к нашим жителям согласно данной программы, что бы вы хотели бы им сказать в первую очередь? Как мы сказали выше, основная проблема максимально взаимодействовать с населением. Хотел бы попросить вникнуть в ситуацию, понять, что это производственный процесс, что в производственном процессе есть регламентные сроки, поэтапное исполнение, поэтому быть максимально чуткими и относиться с пониманием на некоторые, на взгляд населения, задержки по исполнению данной программы. Самое большое такая, скажем, просьба или, скажем, обращение, да, к нашему населению, да, относиться с пониманием, максимальные сроки в данном процессе мы стараемся исполнить все заявки. Тем более, что в любом случае, если заявление подано, он не останется. Он не останется, он будет подключен в любом случае. В любом случае. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, на вопросы наших телезрителей, высказали свое мнение. Удачи. Вам тоже. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Вопросы на наши ответы получены. Я говорю, на наши ответы. И это очень хорошо. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И Иса Гончаев, начальник службы дегазификации общества с ограниченной ответственностью «Газпром», газораспределения Грозный. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.